Это кадры похищения сотрудниками оккупационных структур жителя села Самашки в Чечне. Произошло это предположительно вчера, 19 июля 2025 года. На видео видно, как 4 сотрудников утаскивают мужчину, а члены его семьи пытаются этому помешать. Это то самое печально известное село, в котором в свое время российские оккупанты устроили кровавую резню. Как видно, российский террор в этом селе над чеченцами продолжается. Если на слово поверить в цифру даже 300 тысяч погибших тяжело, то глаза не врут. Вот так выглядят поля вблизи украинского фронта. Дороги усланы трупами российских солдат. Их просто не убирают. А те, кому посчастливилось вернуться в мешке либо ящике домой, имеют все шансы оказаться на стихийной свалке. Елизавета А.А. Новосибирск. Написано фамилия. Сын. Содержимое этого черного пакета в гробу среди груды мусора не нуждается в комментариях. И подобные находки по всей России. Змеевка. Из-под груз 200. Гвардия, рядовой Брежнев. Так, защитники Родины на мусорке. На мусорке в Челябинском дворе нашли цинковый гроб. Гроб принадлежал военнослужащему, погибшему в ходе СВО. Тело мужчины привезли в этом гробу 28 мая 2024 год. Кладбище безымянных, без определенного места жительства людей. Тоже на это кладбище, на территории этого кладбища лежат транспортировочные ящики погибших участников боевых действий на специальной военной операции. Рядовых рыбаков. Ящики лежат. Владимир, ребят, ставьте сюда. Алмаев, адрес. Вот так вот хоронят людей, которых нет в семье, которых некому похоронить. Да, где-то вон. Сейчас нормально. Yeah.